Осень у нас была насыщена командировками в разные улусы. Так, в сентябре мы отправились в Нерюнгринский район. Здесь нам предстояло снять как новые приемные семьи, так и встретиться с героями прошлых передач. Первый населенный пункт, куда мы отправились на съемки – село Иенгра. Здесь нас ждала встреча с приемной семьей Неустроевых. Глава семьи Николай Петрович был на работе, и встретила нас Клавдия Леонтьевна вместе с приемными детьми. Мой муж Неустроев Николай Петрович. У меня 3 детей. Старшая дочь Анна, она живет в Иенгре. И младшая дочка у меня в городе живет. У нее сын, 9 лет ему, Алеша внук. Вот. И сейчас вот еще 3 детей. Вот. 2 года назад, в июне месяце, взяла их, да, в начале июня. Как дети появились у вас в семье? Это вот, как они, из центра или... Из центра, с Тускула. С Тускула мне звонили, потому что их отец, мой родственник, как дальний родственник. И когда он болел, я забирала их на каникулы. Они у меня на каникулы были или на выходных, вот так вот. Ага. И потом уже, когда не стало его, мне предложили взять детей к себе. Но я сначала отказалась, потому что 3 детей. А муж у меня тогда болел, я поэтому отказалась. А потом уже как с мужем все нормально, здоровье у него вроде нормальное, то у нас подозревали онкологию, поэтому я отказывалась. А там прошел он обследование, все, сделали операцию, нет никакой онкологии. У него как доброкачественная опухоль была. И все, потом мне еще раз звонили с Тускула уже. Они там пробыли 3 месяца в Тускуле. И вот уже в конце мая они стали мне звонить. Чтобы, как узнать, могу я их взять, не могу. С Тускула психолог звонила. И я уже согласилась, взяла, потому что мать они ждали до конца мая. 3 месяца они ждали, когда он придет, заберет. И уже у них просто не могли уже больше ждать. Поэтому надо было их пристраивать или куда-то отправлять. Какой детский дом? Жалко же детей. А были какие-то трудности к воспитанию, в адаптации? Они очень скрытные, дети скрытные, поэтому с ними тяжело. Я не знаю, что их там расстраивает, что они хотят. Они все в себе держат. Они, кстати, моей дочери больше рассказывают, чем мне. Вот Даша, например. Она часто у нее бывает, а сейчас она у нее живет. Она учится в медколледже в Нерюнгре и живет у моей дочери в городе. И она с ней как подружки. Так, больше с ней делится, больше там ей рассказывает. Она стала более раскрытой, Даша. Она раньше была вообще закрытая. Мы так особо не лезли, не стучались к ней. Так, потихоньку она адаптировалась. Больше, лучше. Наташа у нас, она более подвижная, более шустрая, но тоже не пускает к себе никого особо. Нынче мы хотели перевести в Золотинскую школу ее учиться, она не захотела. Осталась в Иенгре. А Даша у нас нынче сдала экзамены. Кстати, хорошо сдала она экзамены. У нее хороший аттестат, баллы хорошие. И вот подала документы в мед. Она сама выбирала профессию, сама выбирала. Я думала, она поступит на сестринское, она выбрала лечебное. Посмотрим, как будет дальше. Постепенно адаптируется в семье и 7-летний Коля. Коля, расскажи нам о себе, пожалуйста. Я шустрый, у меня много друзей. Коль, ты ходишь в 1 класс, да? Вот расскажи, как ты в школе учишься. У нас там в школе азбука, пишем, там всякое такое пишем, рисуем. Пообщались мы и с девочками. Мне 12 лет. В Золотинке много друзей, также и в Иенгре.
Даша, а какие у вас планы на будущее? Буду работать. Может, если захочу, на вышку пойду. А потом квартира и все остальное, как обычная жизнь. Благодаря неравнодушию Клавдии Леонтьевны Даша, Наташа и Коля не остались в центре. Они живут в семье, учатся в школе, колледже, а еще не забывают свою родную ивенкийскую культуру. Евенкіда юбіхаду йохарі, йохарі, орокорви єнен йохарі, 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 йохарі. Мы надеемся, что благодаря Клавдии Леонтьевне и Николаю Петровичу дети вырастут счастливыми, самостоятельными, достойными людьми. В гости к следующей семье мы отправились в Нерюнгри. Здесь живет несколько приемных семей, и мы рассказывали о них в прошлых выпусках передачи. А сегодня познакомимся с новой приемной семьей – Пичугиных. Так получилось, что Ольга Владимировна и Олег Анатольевич, вырастив своих детей, 2,5 года назад взяли приемную девочку. Ну, у нас достаточно большая семья, просто у нас вот сейчас только 2 человечка здесь. Я Ольга Владимировна, муж мой Олег Анатольевич. У нас в семье 2 сына старших, Дмитрий, и 33 года ему, и Владислав, 24 года. Все они живут отдельно, уже мальчики взрослые, уже у нас есть внучка, да, сестренка Тасина. Вот. И брат, мой родной брат, он живет у нас отдельно, у него тоже как бы своя семья. Это Тасин папа, да? Вот. Значит, Тася к нам приехала с отцом из города Миаса, мы ее забрали в Челябинской области. Она до этого жила там, и теперь живет в нашей приемной семье. Вот. Что еще? А в каком возрасте к вам Таисия пришла, получается? Тасе было 8 лет, она закончила, она не закончила 1 класс, она не доучилась. Мы приехали в город сюда 6 мая 2021 года. В школу мы уже тогда не пошли, потому что конец года был. Вот. И уже обратились в школу, коррекционную школу «Веселый дельфин» и начали ходить туда. Вот. Замечательная школа, замечательные преподаватели, очень хорошие. Наша учительница Ольга Валерьевна Тебенева, вот она с ними уже 3-й год занимается, да? Вот. Замечательный социальный педагог Оксана Игоревна. Оксана Игоревна же, да? Ну, да. Исмаилова. Очень помогают нам. Дети очень любят их. Что еще? Очень нам... И вообще, как бы, когда сложилась ситуация, вот когда с Таисией сложилась ситуация, и я... критическая такая была, как сказать. И я обратилась в органы опеки, пришла к Наталье Вячеславовне. Большое спасибо, конечно. Вообще работники опеки, они, конечно, молодцы. И здесь у нас, и в городе Миасе была поддержка колоссальная просто. Именно вот в моральном плане психологическая помощь была оказана, потому что ребенок семейный, в семье был ребенок, и попала в детский дом, ей было очень тяжело там. И вот когда обратилась в наши органы опеки, конечно, сотрудники сразу же помогли, прониклись, во-первых, сразу же помогли, подсказали, что нужно делать, подсказали, какую школу нужно пройти. Обучение в школа приемного родителя у меня была, я обучалась, преподаватель у меня педагог была Татьяна Сергеевна. Мы буквально за апрель прошли весь материал. Очень много она дала. Я даже и не знала, как бы живешь и не знаешь, что какие-то есть нормы поведения. Оказывается, это так все сложно. Но в любом случае, очень, конечно, помог мне этот педагог. Татьяна Сергеевна, большое ей спасибо. Получила я свидетельство, оформила все документы и вот улетела. И 6 мая, получается, в конце апреля я все уже сделала. 6 мая, благодаря органам опеки города Миаса, мы были уже здесь дома. Вот.
Ну, вот так вот все у нас сложилось. Сначала, конечно, немножко трудновато было. В каком плане? В принципе, ребенок как бы очень отзывчивая, добрая, как бы в этом плане было хорошо. Но у нее были большие пробелы в вопросах самоухода. То есть ребенок был не приучен, как правильно ухаживать за собой, что нужно делать, когда ты, допустим, покушала, что нужно сделать, когда ты утром проснулась. Вот такие вот вещи, как бы для нас, ну, кажется, что это само собой разумеется. А на самом-то деле у ребенка был пробел в этом. И достаточно большое время, и уже как бы 2 года, да, мы немножечко, мы до сих пор над этим работаем, Когда у меня вопрос вот возник в этом плане, я тоже обратилась, я сама уже пошла к психологу, снова обратилась. Здесь у нас есть центр психологической помощи в городе Нерюнгри. Я пришла туда к психологу, со мной поработали, объяснили, что это не потому, что ребенок вредничает и не хочет, а просто в нее это пока еще не заложено, поэтому нужно набраться терпения и вот все-таки повторять, объяснять. Вот. Ну, сейчас уже как бы у нас все хорошо в этом плане. 10-летняя Таисия проходит этап адаптации, получая от приемной мамы постоянную поддержку и заботу. Таисия, расскажи, вот, а с мамой что вы любите делать? Мама тебя чему учит? Мы с ней очень любим делать всякие рисовать, подделки. И я увлекаюсь танцами, я неподалеку тут хожу на них. Огромную помощь и сопровождение семье оказывает отдел опеки и попечительства Нерюнгринского района. Очень приятно находиться в такой семье, так как сразу чувствуется обстановка тепла, доброжелательности. Видно, что отношения между мамой и ребенком очень теплые, семейные. И сразу мы понимаем, что в этой семье все будет хорошо. И у этой девочки все сложится в дальнейшем, все будет хорошо. Воспитание чужих детей – большая ответственность. Но принимая решение взять ребенка в свою семью, вы дарите ему самое главное – веру в себя и опору в жизни.